человека, да, который обгорел. Вот эта квартира. Он здесь снимал квартиру, да? Я вообще не знаю. Я этого человека даже вот раз видела, может быть, два. А так я даже не знаю, как он, с кем он жил, не знаю. Его прям в квартире, да? А? Прям в квартире у него произошло это? Я не знаю точно. Я вообще не знаю. Я с работы только пришла и не знаю. Вот, пожалуйста. Муж с соседом там, с каким-то с той квартиры утащили его туда, в комнату. Ну, все, потом реанимация приехала, откачивали и спасли. А кто такой, без понятия? Ну, может, кому-то к соседям в гости приходил. Ну, в 4 часа ночи в футболке мужчина лежит. Значит, ясно, что кому-то приходил же. Не просто ж так. Но он сам жил, снимал это, да? А ремонт когда у вас последний? Что было? Ремонт когда последний раз у вас меняли трубы? Ой, лучше не спрашивайте. Я здесь живу 17 лет. Ни разу здесь такого не было, что кто-то здесь делал ремонт. Абсолютно. Ну, видимо, ждали, пока вот что-то случится, скорее всего. Вот, дождались, поэтому случилось. Ну, вот говорят же, осенью они ходили, пытались зайти, там проверяли что-то. Вы знаете, это, если честно, они ходят постоянно и проверяют, да, для отвода глаз. Вот и все. Вот у меня 4 детей, вот сегодня они не спали с 4:30, лучше со 2 смены. И они пошли кое-как в школу. Да хорошо еще есть газовая плитка. А если бы вообще ничего не было? И хорошо еще больше по бараку детей вообще нету. Так же все же может случиться. Ну, просто это никому ничего не надо. Здесь люди приезжают и уезжают, сдают квартиры и все. Вот приехали сегодня, вот здесь вот одни живут, через месяц уже другие живут. Здесь постоянных уже жителей нету, как жили здесь раньше. Просто-напросто. Только отопление как бы вот дали, было тепло. Это вот, видимо, то, что морозы пошли, ну как бы вот так вот холодно стало, видимо, поэтому. И вот позавчера его отключили. Отключили утром рано, включили где-то уже после обеда. И даже вот этот вот, который у нас сейчас в данный момент существует, мы его делали сами на свои личные деньги 7 лет тому назад. У меня из-за этого ремонта умерла дочь, потому что надышалась вот этой краской. А почему я должна своими собственными руками делать, когда все равно у нас есть управляющая компания? Я не знаю, может, так человек-то он и был хороший, ну да любой человек, в принципе, хороший, просто жалко все равно. Представляете, какой у него стон был? Если я живу вот в 4-й квартире, у меня было слышно, как он стонал. Это вот кипяток, считай, вода, вот это же можно представить? Может, у него сердце там схватило, может, выпивший был, но мы-то не знаем. Поэтому, конечно, я считаю, что все равно это как-то, ну, не ссылаться, конечно, нельзя ни на кого там, чья это вина. Естественно, с каждым бывает. То есть вы можете такое представить? А дом под снос не идет, нет? Да никакой он пойдет под снос, если он маневренного фонда. Ну, маневренный. Конечно. Да? Здесь люди, вообще переселенческий пункт, это людям, где жилья не было, это уже люди сюда заселялись. Вот у меня раньше здесь отчим жил. Он умер, мне негде было жить, и мне сюда пришлось переселиться. Это Погорельцы сюда, слушай? Да, Погорельцы. А сейчас здесь живут люди, кто занимает квартиры, кто знает, что они пустые, кто-то сдает. Понимаете, это вот так. А с другой стороны, если бы действительно кто-то бы взялся за это дело, то что у нас здесь, понимаете, документов ни у кого нету. Ну, не знаю, как вот платить, платим, да, документов ничего, дайте нам документы. Я вот и в Единую Россию ходила, и куда только не ходила, сказали, через голову не прыгайте, и Путину мы с тетей Римой вот писали. Это бесполезно, понимаете? А в Единую Россию вот куда ходили? Где на Амосова 18. И где только я не была, и потом я плюнула, думаю, нафиг, мы вот летом переезжаем на дачу, живем на даче, а зимой нам жить негде. Они осенью приходили, но только мне не надо снимать. Осенью приходили, они смотрели все батареи. Но в том-то дело было закрыто 8-я и 9-я квартира, из-за этого они не могли туда попасть. Да? Да, и вот то, что вот 15-я квартира, 14-я квартира, там я не знаю, кто живет или не живет, но они то бывает, то не бывает. Но летом они были. А что за этот... А трубу где прорвала? В квартире прямо? Да, в квартире прямо прорвала. 8-я и 9-я квартире, там трубы прорваны. Можете зайти посмотреть. И там, получается, никто не живет? Там никто не живет. А вы жаловались когда? Почему мы жаловались? Мы просто не сами приходили, не проверяли вот эти трубы перед запуском вот этих отопительных сезонов. Это, видать, из-за холодов так резко, да? Да, не то, что холодов. Они вчера утром вообще, я не знаю, во сколько они отключили, но они отключили том-то дело, то, что не с утра было, батарея была холодные. Якобы сказали, что где-то авария произошла, они отключили.
И они, наверное, вечером где-то, я не знаю, во сколько они включили, но, по крайней мере, 12 часов было уже горячей батареи, вообще невозможно было трогать. А, то есть они резко отключили, потом включили, да? Потом включили. Целый день почти что стоял холодные батареи. А, перед этим длительным сезоном они проверяли, все нормально было, да? Ну, потому что они же не заходили в некоторые квартиры. А так все нормально было, да? Ну, как типа закрыто было, из-за этого вы не этого могли человека туда. не знаете, да, он снимал там или он жил? Он снимал, да. А что, вы мужчина там, Мужчина, да. молодой? Ну, 47 лет, наверное. А как его звали? Ашот. Он этот, приезжий, да? Да, приезжий, да. А, он снимал, один жил, да? Как так получилось, что его... Один жил. Он... Но он спал, видимо, по ходу. Угу. Видимо. Но он спал, конечно, с 4 утра. Кто там вызвали, они вообще, говорят, весь обожженный был. 4 утра это произошло, да? Да. То есть весь день холодно? День холодно было, а потом Под вечер резко включают? резко не подключили. Вот она и трубы, видимо, где-то текло, она так, видимо, капало, и, видимо, прорвало ее. Тут даже посмотрим. Вот в этой квартире был. Здесь. Да.